Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. Когда кто-то начинает говорить о Якутии, невольно у каждого, кто не живет в регионе, возникает образ холодов, снега, вкусной рыбы, ну и, конечно же, золота и алмазов. Ну а мы с вами знаем, что в Якутии добывают не только алмазы и золото, но и серебро, и олово, и железо, и газ, и уголь. Да и вообще, при желании в недрах Якутии можно найти любой элемент из таблицы Менделеева. И сколько бы мы с вами тут не говорили о развитии экономики, все-таки пока основной доход нашего бюджета была и остается добывающая промышленность. Сегодня у меня в гостях министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко. Добрый вечер, Максим Викторович. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Давайте начнем выпуск с вопроса, который волнует всех каждого. Да, как себя чувствуют предприятия основные регионы в условиях санкций? Потому что ведь на них лежит основная и налоговая нагрузка, и самое главное — сохранение рабочих мест. Да, я бы здесь, наверное, обозначил не только как чувствуют, но и как планируют свою работу. Отмечу, что вот первый квартал у нас уже за бортом, сейчас подбиваем итоги, но предприятия отработали достойно. Есть хорошие результаты, плановые результаты достигаются, но сейчас будет официальная статистика, все будет. Очень важно, разрешите, я обращу внимание телезрителей на то, что компании на сегодня промышленные наши не планируют сокращений, компании проводят реализацию заявленных ранее планов. У нас, к примеру, вот не так давно компания «Колмар» на совещании, которое в правительстве проводились, обозначены несколько сотен рабочих мест только необходимы сегодня. Они реализуют строительство новой фабрики, то есть в конце, уже по сути следующего года понадобится еще более 1000 работников. И таких примеров масса мы вот за одной компанией встречаем. Да, есть вопросы, наверное, для того есть руководители, трудовые коллективы, которые эти вопросы должны решать, и мы их отрабатываем тесно и очень плотно. А как «Алроса» себя чувствует? «Алроса» добыча ведется, коллектив проходит и профессиональную подготовку, усиливает работу не только по производству, но и по сбыту, то есть ищут новые тоже каналы связи, укрепляет действующие отношения, которые у них на сегодня есть. И немаловажно, что смотрят и на вопрос охраны труда, промбезопасности, и, конечно, социальная составляющая сильна в нашей компании из года в год. Ну и думаю, что все-таки нашей газовой промышленности, то есть «Силы Сибири», в отличие от «Северного потока», вроде бы как ничего не грозит. Смотря что понимать под угрозой, да, я бы сказал так, в кавычках, хорошая угроза — это наращение наших объемов всем недоброжелательным. Вот для них, наверное, так можно обозначить, да, что мы в прошлом году, наши газовики поставили очередной рекорд, да, так исторически по объему добычи. Мы знаем, раньше, это основная компания добывающая у нас «ЕТЭК» была, компания «Ленсгаз», «Сахатранснефтегаз», соответственно. Благодаря вводу Чендинского месторождения, запуску «Силы Сибири» у нас такой значимый игрок. А с этим и газификация, кстати, да, и в этом году уже должна по линии «Газпрома» начаться вдоль «Силы Сибири». Я думаю, это тоже важно для ваших телезрителей. И объемы только будут увеличиться по «Силе Сибири». Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение в WhatsApp на номер 8 914 235 05 02. Давайте разберемся на нескольких примерах импортозамещения. То есть кому удалось быстро переориентироваться? Ирина, будем откровенны, эта работа сейчас идет. Я прямо скажу, мы эти вопросы, которые мы решаем, не выносим в публичную плоскость с компаниями. Мы работаем для того, чтобы тем, кто не надо, не обращал на это ненужного внимания, да, как говорится. Но понимаем, что действительно вся страна, наши предприятия, наши органы власти всех уровней нацелены на полное содействие нашим компаниям в реализации планов. Потому что за этим рабочие места, за этим налоги в бюджеты, и, соответственно, дальнейшие выплаты, строительство объектов социальных, да, и так далее. К примеру, обозначу, создана в России у нас, например, биржа импортозамещения. Мы сейчас очень тесно отрабатываем с Минпромторгом, доводим, у нас есть регулярный штаб, можно назвать его, да, отраслевой, с промышленниками. Буквально завтра будем его проводить. То есть обозначаем такие возможные направления. Биржа импортозамещения раз. Очень открыто работает Российский экспортный центр.
Торговые представители при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации тоже полностью открыто организуют различные деловые миссии сегодня в различные страны. Регулярно нам по этим каналам, плюс благодаря взаимодействию с торговым представительством в ближайших странах, созданной рабочей группе в правительстве республики, приходят новые заявки от компаний, которые готовы приобрести нашу продукцию, либо готовы нам в республику поставить те запчасти, условно говоря, либо оборудование, по которым сейчас ведется поиск импортозамещения. Организовываются деловые миссии сейчас в близлежащие наши страны, с которыми у нас издавна, например, Белоруссия, и они могут производить, например, оборудование для горной добычи с другими странами. То есть, спектр очень широкий, и занимаемся каждый день, можно сказать, практически каждый час. А кто из предприятий может получить поддержку от государства? Кто на это может рассчитывать? Какие предприятия вообще, на ваш взгляд, необходимо сейчас поддерживать? Отмечу, что этот перечень постоянно расширяется. Надо отдать должное и федеральному правительству. То есть, например, есть такой перечень, кто не знает, системообразующие предприятия. И у нас несколько компаний, которые в него входят. Они такие значимые, у многих на слуху. И в области добычи угля, например, добычи золота, по добыче газа. Но мы еще продолжаем отрабатывать с компаниями, и в том числе поставщики, например, компания «Сахатранс», «Нефтегаз». Мы ведем работу, то есть у нас есть там авиакомпании наши, отрабатываем предприятия, которые занимаются по северному завозу, чтобы они тоже оказались в этом перечне. Почему? Правительство Российской Федерации готово выделять, грубо говоря, субсидировать кредиты, которые эти компании берут на развитие, именно на развитие своего производства. Также рассматривается вопрос, что субсидирование взятых кредитов на текущую деятельность. Помимо этого, если возьмем, например, нашу республику, вы знаете, в прошлом году Александр Сергеевич встретился с Денисом Валентиновичем Мантуровым, это министр промышленности и торговли. Принято знаковое решение для промышленников, и, соответственно, у нас в промышленности занято более 100 тысяч человек, по отраслям, если взять, там угольная более 10 тысяч, золотодобывающая более 10 и так далее. Это тоже важно, то есть и здесь как раз по несырьевому производству, то есть наша перерабатывающая промышленность, создан фонд развития промышленности. Республика выделила в него 100 миллионов рублей. Вот вчера ждали мы его, нормативный акт правительства Российской Федерации, еще 173 миллиона выделено. У нас уже принято, чтобы мы участвовали в следующем отборе на 2023 год решение выделить из республиканского бюджета. Сейчас рассмотрим, конечно, в Государственном собрании Илтума еще 100 миллионов рублей. Это те средства, которые пойдут на развитие наших перерабатывающих производств. То есть, а там кредиты, например, от 1 до 3%. Все ставку прекрасно сегодня банковскую знают, и вы понимаете, что эти средства, которые будут направлены на приобретение новых станков, к примеру, то есть, более чем значимые и востребованы нашими предприятиями. То есть перерабатывающая промышленность — это вот тот же самый производство газа сжиженного, Это... Не совсем. То есть переработка, если вы не против, приведу, да-да-да. Я думаю, будет интересно. Например, возьмем лесопромышленный комплекс. Я буквально к вам прибежал, сейчас совещание с нашими компанией лесопромышленного комплекса. Мы обсуждали с министром строительства, развития индивидуального жилищного строительства в республике, ИЖС. То есть и как раз для этого нужен лес, соответственно, наши компании его реализуют у нас по цене дешевле, чем если этот лес привозной из других регионов. Вот мы только что этот момент обсуждали. Соответственно, новое оборудование для такого производства значимо, несомненно. Возьмем, к примеру, производство металлоконструкции. На позапрошлой неделе встречался, и у нас такие производители тоже есть, делают различные элементы из металлоконструкции в строительстве востребованных, или вы затронули тему газа, те же емкостей, например, которые можно использовать для автономной, например, газификации, либо перевозки. Вот это перерабатывающая промышленность, то есть мы уже из сырья, полуфабрикатов конечный продукт получаем. У нас есть легкая промышленность, формируем, и Андрей Владимирович Тарасенко, председатель правительства, этот вопрос курирует, создание кластера легкой промышленности. Предприятия тоже вы наши знаете, и здесь тоже можно и нужно развивать. Ювелирная отрасль. В прошлом месяце, в конце как раз заезжал на одно из наших производств, смотрели, какую продукцию производят, чтобы она была конкурентоспособной, востребованной. Тоже им нужны станки. Так далеко не полный перечень перерабатывающих производств у нас.
Мгм. Но вы упомянули в начале, что в прошлом году Якутия достигла рекордных показателей по добыче газа и нефти, я насколько знаю. Вот расскажите об этом подробнее и какие прогнозы на этот год. Ну, вот рекорды действительно во всех отраслях. Спасибо, что уделяете. У вас на площадке всегда вот очень тесно, детально любые вопросы рассматриваются, Ага. острые, ваши телезрители задают. А, Рекорды в нефти действительно, ну, то есть очередной исторический максимум, в газе тоже, да, то есть и продолжим двигаться в этом направлении, соответственно, 17,3 миллиона тонн, 13,8 миллиардов кубометров. Золото, например, 42 тонны. То есть мы прочно, уверенно закрепили стройки лидеров регионов. Серебро, кстати, если в прошлом году из-за технических моментов было, в позапрошлом определенное снижение, да, то в прошлом году 168,7 тонн золота производства. Это Серебра. очень значимо, да, особенно если учесть, что и золото, и серебро, оно не только в стратегический запас идет, а ну, вот, любое оборудование у вас в студии возьми, то есть эти элементы содержатся во всех этих ну, электронных компонентах. Да. Возьмем дальше, например, уголь. То есть, кто не знает, вот еще не так давно мы добывали 20 миллионов тонн, 10 лет назад вернемся 10 миллионов тонн. Вот когда вспоминают советские времена, что сейчас? Ну, вот по золоту сказал, по серебру сказал, нефть, газ. И здесь тоже исторический рекорд. То есть 10 лет назад 10 миллионов, сейчас 31 миллионов. То есть и все это наши компании. Вот, ну, по углю Эльга, уголь, Колмар. Ну, то есть, А исторический рекорд это мы сравниваем с российским только периодом или вообще исторический максимум, с советским? вообще с историческим максимумом. То есть даже в советское время столько не добывали? Конечно, и это наши компании с нашими российскими инвесторами работают у нас на территории, очень активно привлекают наших местных кадров. Ну вот, к примеру, даже «Газпром», Томск, да, все говорят, труба, а что там? Ну, там почти 90% это наши местные кадры. Люди, которые получали образование у нас в республике, либо за пределами, учатся здесь, ну, живут и, соответственно, работают в наших компаниях. А как дела в Нерюнгринском районе сейчас идут? Вот там все предприятия в штатном режиме работают, нет? Угольная промышленность. Да, ну, вопрос всегда есть, да, но работу действительно, ну, цели есть, над которыми надо и заниматься каждый день. Эльга, развитие есть, партнеры стабильно, то есть, ну, вот рассчитываем как раз, что в этом году вот строительство обогатительных фабрик будет вестись, расширение железной дороги, соответственно. Колмар, ну, я уже вначале, в принципе, обозначил, да, планы по строительству. Ну, сейчас по шахте, кто, если слышал, моменты, да, определенные есть, но тем не менее коллектив уверен. То есть я вот буквально ну, меньше чем полторы недели назад выезжал, мы в шахту спускались, смотрели, то есть были на производственных объектах. Был, например, в компании «Долгучан», если уж по Южной Якутии. Там пришел новый инвестор, ну, кто не знает, это буквально вот если с Чульмана выезжаешь в сторону Якутска и налево от моста там вверх, да, будет карьер, то есть, ну, видно, что идется работа, приобретается новая техника, то есть тоже будет, ну, увеличение объемов. У нас Антрацит Инвест проект строит дорогу, выход, соответственно, к железной дороге, и в этом году ожидаем тоже первую тонну угля от них, соответственно, ну, тоже оказываем содействие. То есть вот, ну, наверное, новые названия такие прозвучали, будет интересно. Но не могу не отметить, это тоже Южная Якутия, железная руда, тоже не так давно с руководством Мичел Маннига встречался. Готовы развивать уже это направление, то есть у вас в вступительном слове прозвучало, и вы абсолютно правы, да, сейчас появляется, наконец, в Якутии развитие этого направления по добыче железной руды. Ну, это кратко буквально, то есть, а есть еще и золото, добыча в Нерюнгринском районе, транспортировка газа, нефти и так далее. Ну вот про газ хотелось бы подробнее, про сжиженный природный газ, про программу потребления его в Якутии. Расскажите подробнее. Точно подробно или, может, кратко? То я, по-моему, ну, просто очень такие темы глубокие, стараюсь пройтись быстро. Кратко тогда обозначу, Ну, кратко, но содержательно. Хорошо. Программа СПГ у нас действительно принята в прошлом году, до 2030 года. Сжиженный природный газ, серьезная перспектива. Это вопросы экономии, это вопросы экологии и вопрос к тому, что в те населенные пункты, куда привести трубу крайне дорого, а значит, ну, по сути, перспективы низкие, да, газ может прийти.
Да, он придет сжиженный, пройдутся определенные вопросы технические, да, и на те же котельные газ пойдет. Вот у нас запланировано почти 3 десятка населенных пунктов. Это с помощью и СПГ, и сжиженного углеводородов. У нас там 4, ну, по СУГу, например, 4 населенных пункта в этом числе. Это почти 50 котельных, перевод на сжиженные углеводороды, соответственно. Мы ведем работу, вот у нас пилотный проект Александр Сергеевич обозначил в своем послании, да, то есть о том, чтобы Качекацы стала пилотным пунктом, ну, то есть проектно-сметная документация разработана, сейчас технические моменты отрабатываем, чтобы уже оборудование было установлено. С МинЖКХ, ГУП ЖКХ как раз обсуждали эти вопросы, что нужно ускоряться, чтобы задача, поставленная главой республики, была исполнена. Мы ведем работу еще с потенциальным инвестором, выезжали, например, в Амгу, для того, чтобы там реализовать и строительство завода, и перевод на СПГ котельной тоже, ну, соответственно, чтобы центральное отопление пришло в села. Ну, двигаемся. А есть еще инвесторы, которые планируют развивать производство. То есть это вы уже постепенно на программу газификации перешли? И Ну, это связано просто одно с связанные другим, моменты, да, да? что автономная газификация, программа СПГ, она, конечно, является частью большой программы газификации. А вот по большой программе газификации у нас какие районы были за последний год газифицированы? Ну, список-то очень большой, да, то есть и уже 10 муниципальных образований, куда газ у нас, ну, десяток, да, то есть куда газ пришел, эта работа при этом продолжается, даже вот в газифицированных населенных пунктах. Вы знаете, в прошлом году президент объявил задачу по социальной догазификации. И вот, например, у нас в этом году план стоит газифицировать, ну, более 2000 домов, то есть, чтобы мы подвели газ, ну и там уже, соответственно, люди провели работу по, ну, вводу газ к себе в дома. При этом республика в стороне не остается. Я отмечу, да, у нас действуют меры поддержки. Например, есть пилотные поселения, в которых мы рассматриваем, ну, до 117 тысяч рублей помощь домохозяйствам. Хорошо, что из затрат, которые есть, человек может получить помощь от республики, да, то есть и газифицировать дом. А это социальная именно газификация или это любой человек? То есть я же так понимаю, я правильно понимаю, что программы социальной газификации могут не все воспользоваться, а только там определенные категории? Ну, тоже, наверное, отдельно стоит остановиться. Ну, вот так тоже доведу разговор по поддержке, да, что, например, и у нас есть возможность для отдельных категорий граждан, ну, например, малоимущих, да, ну, с доходами небольшими, воспользоваться программой поддержки по линии Минтруда, где сейчас сумма 100 тысяч, ну, глава республики поставила задачу довести до 150 тысяч рублей поддержку. То есть это, что республика в стороне по социальной газификации не остается помимо подведения. Но это только малоимущие, да, или многодетные Нет, тоже? ну, а есть пилотные поселения, где все категории 117 тысяч рублей, например, могут воспользоваться. Я вот рекомендую, чтобы ваши телезрители ознакомились с программой на сайте Минпромгеологии. А пилотное поселение — это какой-то отдельный список, видите, да? у вас какие благодарные зрители, да? Что еще хотел бы обозначить, да, например, кто может воспользоваться? Ну, естественно, это в газифицированных населенных пунктах, там, где сегодня, ну, дефицита газа нет, и люди могут подать заявку. Причем это у нас 5 десятков точек, включая и интернет-пространство, включая, ну, через госуслуги, сайты Сахатроснефтегаза как единого оператора. Ну, даже организовали мобильные пункты, то есть вот Колодезников Алексей Засимович, генеральный директор, хорошую идею предложил. Они на базе автобусов выезжают в населенные пункты, жители могут туда прийти, заявку подать. Дефицита газа нет, ну, определяется по срокам, да, то есть чтобы газ был подведен, то есть и, уже ну, к домохозяйству. Соответственно, где есть дефицит, тоже вопрос будем решать, просто по срокам, ну, немного уходим вправо, как говорится. Я ведь еще знаю, что какая-то есть программа возмещения, связанная тоже с этим сжиженным природным газом, программа возмещения затрат, если ты автомобиль свой на газ переводишь. Ну это уже даже по автотехнике, ну, Да. там-то у нас вообще тоже, да, то есть республика активно занимается, и абсолютно правильно, что это внимание и депутатами, и руководством, правительством, и муниципалитетами делается акцент на этой программе. То есть это же вопрос самообеспечения топливом, ну, у нас в республике. Газ у нас есть, то есть и можно его использовать, ну, в различных
фракциях, да, там пропан, бутан, например, или метан. И вот сейчас как двигаемся по сжиженному природному газу. А о программе поддержки, да, вот сейчас как раз утвердили уже приказ о том, чтобы аттестовывать центры. А меры поддержки до 90% затрат на перевод своей техники на метан, где, соответственно, сейчас есть заправки в этих поселениях, да, муниципалитетах, будут компенсированы республикой. То есть человек понесет, либо предприниматель, либо предприятие, только 10% затрат в этом пилотном году при переводе своей техники на метан. По-моему, это очень значимая Ну, мера. да, то есть это касается, получается, даже не только предприятия, которое там, ну, свою технику переведет, вот, но и даже обычный человек может. Конечно, да. Ну, то есть я могу себе там поставить газ на машину и получить 90% обратно, да, Да, денег? да, то есть, ну, сейчас мы разместим, сейчас рабочая группа, да, проедет по этим центрам переоборудования, то есть они потом тоже могут дозаявляться, будет аттестация. Почему нужна аттестация? Просто, например, придут элементарно, чтобы у них был опыт, например, перевода техники на газ. То есть, чтобы человек потом обращался за качественной услугой, а не тот, кто впервые на каком-то эксперименте ставил. Ну, это как пример Ну просто, да, просто чтобы знали, что Да. делают, и потом А могли потом, обслужить. соответственно, он подает заявку, центр говорит, есть, ну, то есть попал он в программу, ну, сверка, да, есть, средства республики еще имеются, человек попадает в очередь и получает, ну, соответственно, услугу качественную и за небольшие деньги. И потом еще, мало этого, потом еще экономить начинает, ну, при Ну, поездках. просто на стоимости на газа, топливо, которая конечно. меньше, чем стоимость бензина. Ну, дизель сейчас на заправке, да, более 60 тысяч рублей, ой, 60 рублей, да, 95-й у нас близок к планке, там 60 рублей. Да. Метан у нас 21 рубль, пропан, бутан 24 где-то. А сеть заправок будет расширяться? Конечно. Заправок-то мало? Да? Ну, сегодня у нас уже, вот в прошлом году уже многотопливная заправка, опыт заинтересовал, например, Минэнерго и другие регионы, кстати, да. Я вот 2 недели назад как раз тоже выезжал на эту заправку, смотрел, ну, есть спрос, нету, как подъезжает. И, кстати, очень важно, что модернизация такая вот, например, это Сахарнефтегазбыт в данном случае, да, что современная заправка, такая, как вот мы увидим в центральных регионах, например. А дальше продолжаем. В этом году вот глава Ленского района активно поддерживает, чтобы в городе Ленске, тоже в послании главы прозвучало, еще появилась одна заправка. Ну и будем работать тоже, соответственно, с «Газпром Трансгаз Томск», в том плане, чтобы у них на их участках, которые вдоль села Сибири есть, мы тоже там такие заправки все-таки развивали. Ну и там и газификация тоже попутно будет идти по этим районам, да, где Конечно, села? да. Ну это я напомню, Ленский, Алекминский, Алданский и Нерюнгринский район. Вы упомянули про железную руду. Вот первый в Якутии, по-моему, проект по добыче железной руды — это Севагринское месторождение. Это где это, что это, как это? Да, ну те, кто путешествует по нашей родной республике, наверное, уже могли обратить, что въезжая, например, с Алданского района в Нерюнгринский район, то есть можно, ну, после там перевала, да, вдруг появляется в одном из воротов табличка «Севагринское месторождение». То есть это говорит о том, что действительно, ну, это уже не просто, как мы географическую данность, да, обозначили, а что там ведутся уже работы. Они до этого проводились подготовительные. То есть, ну, по оформлению документации, пробы различные технологические брались, да, то есть оценивалась возможность переработки, обогащения ее на комбинатах дальнейших. То есть и в этом году, я вот уже озвучил, мы встречались и с руководством Мечел Майнинга, и буквально вчера у председателя правительства было совещание, правда, по угольным вопросам, но там компания «Якутуголь» присутствовала, тоже обозначали. До этого отдельно рассматривали как раз по руде, планы есть, оборудование закупается. В этом году действительно, наконец, да, эта история сдвигается и начинается добыча железной руды у нас. Ну и мы даем тем самым знак и другим инвесторам, что есть проекты в Якутии, которые можно и нужно развивать и смотреть в сторону переработки в том числе. А какая работа в арктическом регионе проводится? То есть что там, какие там проекты? Ну, потому что когда заходит какой-то промышленник, да, мы знаем там по алмазам Анабара, по полиметаллу, сразу, ну, это напрямую отражается на качестве жизни людей в Причем на регионе. ее улучшение. Да. Да, ну, вы уже привели эти примеры, да, но я обозначу, например, компания Янолова. Янолова у нас это первый резидент арктической зоны Российской Федерации, то есть компания, которая добывает золото. Вот в прошлом году мы тоже эту задачу обозначили, сейчас отрабатываем
в текущих вот условиях, которые у нас возникли, да, то есть по мерам поддержки у нас есть понимание, вот, ну, и с Галиной Иннокентьевной Данчиковой, нашим депутатом Государственной Думы, поддержка здесь тоже есть в этом направлении. Это какой А, район? Янолова, ну, они на севере у нас работают, да. Ну, это Верхояне или это депутатский? Это около депутатского. Около депутатского. Это да. бывшие вот... Там Нет, же советское... это не совсем бывшее, да, то Да? есть у них, ну, свои участки, по которым работу ведут. Тот, который вы обозначили, мы тоже работу ведем определенную, чтобы там зашел недропользователь, который заинтересован в развитии этого направления. Ну и, соответственно, вкладывал бы средства, потому что жители ждут, когда там начнется хорошая динамика по промышленности. Да? Не могу не отметить, например, такую компанию, как Триарк Майнинг, Восток Инжиниринг. Ну, вот мы тоже с главой района Оленевского, ну, периодически созваниваемся, сверяемся, да, то есть, ну, и когда день оленевода был, руководство компании туда тоже выезжало. Это и повод, и традиция еще раз для себя убедиться, что они сильны у нас на северных территориях и бережное отношение людей к природе. И чтобы компании при заходе туда промышленные эти вопросы тоже учитывали, да, несомненно. И ну, вот тоже сверяем, тоже рассматриваем меры поддержки. Вот, кстати, Александр Сергеевич на высокой встрече буквально на днях, да, я обозначил вопрос поддержки отрасли добычи редкоземельных металлов. Это вот как раз связано с этим направлением в Конторском месторождении. Еще обозначил, у нас ведутся там геолого-разведочные работы. Это, по сути, сегодня закладывается перспектива на десятилетия, если не столетия вперед. То есть, ну, по углеводородам очень активно ведется на нашем побережье. Многие компании тоже, ну, участки там берут, и известные в том числе. Вы знаете, вот в прошлые периоды у нас не так давно Роснефть там работу тоже проводила, да, ну, уже, соответственно, в море, я бы тогда так обозначил. Буквально час назад вот у нас совещание закончилось рабочей группы с Росгеологией. Мы, соответственно, смотрим вопросы по геологоразведке и с ними в этом направлении. То есть, ну, задач масса, и не могу не обозначить месторождение Кючус. То есть, да, в прошлом году состоялся аукцион, и он повлек за собой такую комплексную задачу. Вот у меня есть персональное поручение главы республики разработать план, комплексный план развития этой провинции в целом, потому что, да, Кючус, мы понимаем, что это вопрос атомной станции, которая даст новый уровень жизни, соответственно, жителям, которые там проживают, но это и возможность вовлечения тех десятков месторождений, которые и вокруг есть Кючус. Ну, Юрий Петрович Трутнев в этот момент тоже рассматривали. Полная поддержка есть, и надо подойти качественно и комплексно. Это вот проект этих малых атомных станций? Ну, в увязке, то есть это комплексная история, да, то есть и не только разработка, не только атомная станция, а выработка электроэнергии, основной потребитель, соответственно, у нас добывающие предприятия. Есть возможность как раз благодаря этому, чтобы стабильная, да, то есть электроэнергия пришла и в наше поселение, к нашим людям. Еще я слышала краем уха о том, что с полиметаллом там в Верхоянском районе какой-то проект есть по строительству дорог круглогодичных. Да, тут и соглашение заключено. Мы на днях буквально с ними общались, и вот с Министерством транспорта отрабатывали. У нас, ну вот у меня заместитель, ну там группа вообще тоже поедут на следующей неделе, чтобы детально на месте сверить все, да, по дорогам, где мостовые переходы необходимы, где дорога. И там прям самые какие-то отдаленные, труднодоступные поселки, где вообще никогда дороги не было. Ну, вот, спасибо, что вы именно это обозначаете. Я думаю, это благодаря телезрителям, которые вам вопросы задают, да, что это показывает эффект от развития промышленных производств, положительный именно эффект. Вот, кстати, вопрос от телезрителя. Почему в некоторых регионах цена на бензин упала, а у нас только растет? Ведь у нас же есть местные предприятия. Неужели нельзя продавать бензин там, где добывают для него продукты изготовления? Да, ну вот, хорошо, если там, где бензин производится, и у них находится нефтеперерабатывающий завод. А у нас, к сожалению, все это прекрасно тоже знают. Вот мы на штабе с предпринимателями... Кроме телезрителей, видимо, которые... Ну, телезрители, наверное, будут как раз... Он не даже задал, он хочет услышать ответ, да, что происходит. Есть рост логистических именно затрат. То есть это вопрос погрузки-выгрузки, это вопрос транспортировки и по железной дороге, и по автодорогам этого топлива. Соответственно, пока оно у нас доходит, а раз цены на них поднялись, то, ну, мы получаем такой эффект.
И поэтому очень важно, чтобы мы вот эту задачу по нашему производству сжиженного природного газа в республике реализовали. У нас идет рост по потреблению метана, то есть чтобы у нас было свое собственное топливо, и у нас транспортное плечо, вы видите, мы уходим от этих 1000 километров от нефтеперерабатывающих заводов, чтобы оно оказалось у нас здесь. Мы будем получать свое топливо на нашей территории. Ну, это газ. А бензин мы когда-нибудь будем сами делать? Нефтепереработку? Вот те фракции, которые идут у нас, вот, например, компания ЕТЭК, у них одна из частей проекта комплексного, да, ну, вот по экспорту СПГ, например, увеличение производства СУГ, сжиженных углеводородов. Это как раз возможность ну, производства из своих фракций для топлива. Пропан-бутан тот же самый. То есть вот у нас, кстати, тоже исторический рекорд по прошлому году. Здесь две компании, которые его у нас в республике производят. Компания «Сахатранснефтегаз», компания ЕТЭК. Наше топливо у нас на территории республики. И можно сравнить, сколько пропан-бутан стоил за пределами республики у нас, и все сразу увидят выгоду. То же самое с метаном, соответственно. Ну, то есть все-таки скорее мы все на газ перейдем, чем... Да, это абсолютно нормально. Оно более экологическое, более экономически выгодное. То есть нам даже выгоднее переходить на газ, чем бензин у себя производить. Так получается? Ну, если бензин мы говорим из нефти, то да. Вот, кстати, я вспомнила, что был же у вас автопробег по как раз газовым топливам, да, от Санкт-Петербурга до Мирного, если я не ошибаюсь. Вот. У нас туда тоже ездил корреспондент наш, зрители хорошо знают. И вот сейчас всероссийский автопробег планируется из Москвы во Владивосток, приуроченный к столетию СССР. Вот про него расскажите, пожалуйста. Ну, я вам вопрос встречный можно задам? Ваш корреспондент еще раз поедет? Ну, если позовете, поедет. Ну, вот видите, то есть я о чем, да, что на самом деле мы с ним общались не так давно, то есть, ну, такие положительные эмоции. И, как сказать, он как раз вспомнил чувство даже, наверное, приятного удивления, что, оказывается, заправки газовые по стране есть. А мы как раз этим автопробегом обозначаем, где их еще нужно продолжать развивать, и в том числе обозначаем нашу республику для инвесторов, что заходите, стройте у нас заправки. Мы формируем рынок, руководство республики поддерживает это направление. Созданы благоприятные условия, чтобы ну, у нас эти заправки новые появлялись, в том числе. То есть поэтому планируем проводить. Действительно, приурочен к столетию. Отрабатываем очень тесно с нашим постоянным представительством. Глава республики на Питерском газовом форуме этот автопробег как раз и анонсировал. Мы в начале этой недели как раз такую рабочую группу, мы ее постепенно расширяем, как бы, ну, с учетом прошлого. А да. кто может стать участником ее? Ну, вдруг кто-то смотрит и хочет тоже проехаться. Ну, если есть хорошие навыки вождения, например, или условно есть компания, которая, вот сейчас мы тоже обсуждали, да, хочет купить себе автомобиль на метане там, или пропан-бутане, ну, как раз это же делается, как правило, в центральной полосе, могут приобрести, присоединиться к нашей автоколонии. Есть, например, люди, которые, ну, блогеры, да, увлекаются, могут в том числе рассмотреть возможность подключения. То есть, ну, есть хорошие предложения, люди, которые могут что-то значимое внести в этот проект, ну, мы готовы рассмотреть. А когда он планируется? Ну вот рассматриваем вопрос, что это где-то конец июля, начало, и, соответственно, с финишем на Восточном экономическом форуме. То есть прямо к Владивостоку? Да, Прям это же будет КФ. правильно. То есть потому что значимое мероприятие для привлечения инвестиций. Мы в Москве хотим показать, что у нас есть проекты в области газодобычи, газопереработки, соответственно, развития газомоторной инфраструктуры, чтобы все внимательно наблюдали, как все это будет происходить, другие регионы что вовлекались, и где обсуждать вопрос привлечения инвестиций, как не на Восточном экономическом форуме. Ну и последний вопрос, успею задать, наверное. В День космонавтики у нас открылся малый корпус Академии наук, и который построила и оснастила Роснефть. Вот, там профильные эти классы они помогают готовить Несомненно. специалистов? Вот мы встречу недавно проводили со школами, где есть классы технической направленности, а здесь в Роснефти это уже классы, например, и в Мирном я был, и в Якутске они открыли. То есть, ну, например, Полиметалл оборудование выделил компьютеры для СВФУ, и оборудование выделили, например, в Хандаге колледж, ну, другие. То есть, как эффект, что дальше? Дальше ребята выбирают поступление в профильный колледж либо вуз, а потом их, конечно, с удовольствием, с распростертыми объятиями ждут наших предприятий, чтобы этот специалист вырос. У нас масса примеров, когда
будучи когда-то молодыми ребятами, да, приходили помощником машиниста эскаватора, там, ну, мастером работали, а сегодня генеральные директора наших якутских предприятий. То есть это местные кадры в промышленности, получается, с самой школьной скамьи. Несомненно. Ну что ж, спасибо вам большое, Максим Викторович, что пришли, уделили время, ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Ну что ж, напомню, что часть вопросов была подготовлена наших коллег из Центра управления регионом. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Джинса с нами теплее.